Thanks and Mrs. Аланла. В этом видео я хочу поднять такую тему, которую никогда не поднимут, разумеется, никакие российские агенты влияния, ни исламисты, ни токметчики, ни ура-патриоты, турбопатриоты, там, которые с флажками бегают на 3 мая обычно, вот, там, на 28 марта. В этом видео я хочу поднять вопрос о том, что между новым тотальным геноцидом нашего аланского народа и нашей свободой от российского оккупационного режима стоит только победа Украины. Это сейчас никак не преувеличение. Именно победа Украины может дать нам возможность, как и десяткам других народов, закончить безумие закончить вот эту варварскую эксплуатацию наших народов, наших земель, наших ресурсов московитскими оккупантами. И я считаю, нужно каждому алану, вот у кого мозги есть, делать все, что вот в наших силах, все возможное, чтобы украинский народ не только выжил, не только выстоял, но и окончательно смог разгромить на голову вот этого российского оккупанта, чтобы мы могли навсегда уже освободиться из этой тюрьмы народов. Такие вот у меня мысли. Разумеется, сейчас начнется бурная реакция со стороны российской агентуры. Они начнут меня хейтить в комментариях. Я к этому готов. Для меня хейт с их стороны — это буквально признание, скажем, моих заслуг. Значит, я являюсь человеком, раз они меня, так скажем, альтернативно уважают, да, вот. Поэтому я предлагаю держать связь на местах, организовываться в миграции, игнорировать всех исламистов, вообще игнорировать токметчиков и прочую российскую агентуру. Давайте сами решать свою судьбу. Давайте будем народом, а не сбродом. Эсен Күрешейк Аланла.